Доброго вечора, хайрло Акшамлар. Вівторок на телеканалі АТР в цей час Прайм, в студії Осман Пашаєв. Гість Ерфан Кудусов, якого весь цей час можна було представляти як би сказати, власника арт-галереї, арт-салону Сундук, але останнім часом який вирішив зайнятися політичною кар'єрою. І про це теж будемо говорити. І фактично наша розмова сьогоднішня – це продовження всіх цих марафонів, які відбувалися до 4-ї річниці Дня супротиву окупації Криму. Русчалафетев. Храмдар Чалафетесом у нас? Ну, Брека Лафетем. Брека Лафетесом. Да. Русчалафетесом. Русчалафетем. Про салон. Салон и арт-деятельность – это тоже было новое после уже переезда сюда, в Киев. Да, это деятельность, которая случайно, можно сказать, с подачи нашего мастера Скибина получилась. На самом деле я юрист по образованию, и в этой сфере, скажем так, не видел себя никогда в Крыму. Ну, так кто ты, Эрфан Кудусов, вот до всех этих событий с оккупацией Крыма? Ну, тут много можно перечислять, наверное, да. Юрист. Чем ты занимался? Помнишь вопрос, где вы были с 19 на 21 августа? Что ты делал в феврале 2014 года? Ну, до 22 февраля я был в Киеве. То есть весь Майдан я пробыл в Киеве. И до Майдана я здесь работал по контракту. Уже в Киеве работал? В Киеве, да. Семья была, конечно, в Крыму. И на Майдане я довольно часто бывал, там, с флагом. Ну, просто что за контракт у тебя был? Я был, знаете, как наш сегодняшний премьер-министр, я был директором рынка Лукьяновского. Директором Лукьяновского рынка? Да. То есть вот еще Крым был украинский, а ты был директором рынка? Я был директором Лукьяновского рынка, одного из старейших рынков Киева, потому что по контракту меня попросили работать. Я там работал, исправлял финансово-хозяйственную деятельность. И сколько ты проработал директором рынка? Ну, почти год. Почти год. Контракт закончился 21 февраля, это вот через день после расстрела. То ли я плохо всем этим интересовался, то ли ты этого никогда не рассказывал. Я видел много твоих интервью, я нигде не встречал, что ты был директором. Ну, никого не интересует Эрфан Кудусов на самом деле. Но больше этот период мне запомнился не тем, что я был директором, а тем, что я был на Майдане. Ну, просто стоял с флагом, как с своей позиции. А что же заставляет директора Лукьяновского рынка вдруг быть недовольным властью и идти на Майдан? Вас все устраивает в этой стране? Нет, я тебе задаю этот вопрос. Но меня не устраивает все. И даже сейчас. Ты с 13-го года был, да? Стал, или даже да, с 12-го? С марта 12 по февраль 14. Как ты попал вообще на эту должность? На эту должность? Да. Ну, просто меня позвали знакомые, которые взяли в управление этот рынок и с просьбой помочь в управлении, зная, что я справлюсь с этой ситуацией. Давай скажем еще одну деталь твоей биографии. Ты один из тех крымских татар, немногих, которые вернулись в Ялту. Ты ялтинец, да? Вот, что? Я не ялтинец, нет. Я в 91 году приехал, я жил в Симферополе, а корни мои из-под Симферополя, село Бешуй. Это по маминой линии, а по отцовской. Нет, до переезда в Киев я все-таки понимал, что как-то с Ялты. Ну я с Ялты, да. С Ялты. Я уже говорю в смысле после переезда? Да, я житель Ялты, 23 года я прожил в Ялте. Были такие исследования в Украине, когда украинцев просили, когда еще не было оккупации, ответить на вопрос, где бы они хотели жить. Так вот, жить в Ялте хотели бы 7% жителей Украины, в Киеве, по-моему, даже меньше хотели бы жить людей, что заставляет ялтинца уезжать в Киев. Ялтинцев в Киев заставила уезжать ситуация с оккупацией, потому что у меня Подожди, давай не будем связывать с оккупацией, все-таки, понятно, оккупация, но ты уже задолго до этого, мы все сейчас узнали, что ты был директором Ялтинского, Лукьяновского рынка. Я не уехал из Киева, я работал по контракту. Сначала этот контракт предполагал 3 месяца, потом полгода, потом он продлился почти до года.
Вот я выполнил свои функции по контракту и уволился, ну, ушел. И какие реформы ты проводил, прости? Ну, финансово-хозяйственный, то есть там надо было порядок навести финансовый на предприятии. Я для наших зрителей напомню номер нашего телефона студийного +38 073 419 41 58. Он сейчас есть и на ваших экранах. Жители Крыма могут звонить на этот же телефон по Вайберу и задавать свои вопросы Эрфану Кудусову. В Ялте до этого, вот до такого неожиданного выбора, что ты делал в Ялте? Да, бизнесом занимался. Недвижимость. Ты из бизнеса? Да, недвижимость. Не только, нет. Очень разнообразная. Консалтинг финансовый. Я в банковской сфере 8 лет проработал. Был владельцем нескольких рынков в Ялте. Владельцем нескольких рынков. То есть рынки это не случайность. Ну, это тоже все случайность достаточно. Как крымскому татарину удалось стать владельцем нескольких рынков? Леонид Данилович Кучма помог. Лично тебе? Лично, да. То есть ты знаком с Кучмой? Ну, он инспектировал однажды рынок вернее, не рынок, а Ялту. И оказалось в тот момент, что в центре Ялты бардак, и был дан приказ немедленно это исправить. И городские власти не знали, к кому обратиться. И тут оказался под их рукой, так сказать, вблизи я и еще мой партнер. И мы быстренько создали рынок без взяток и просуществовали почти 9 лет. Не платя ни взяток, ни крыш, ничего, абсолютно официально. И я своим предприятием заплатил в бюджет Ялты около $400 тысяч по тому курсу за 8 лет работы. Налогов. Это много или мало для рынка? Ну, для Ялты это очень много, а для меня так это просто фантастическая цифра. На свою пенсию я заработал, и не только на свою. Февраль, ты проводишь время на Майдане, начинается оккупация, 26-27 захват администрации. Ты возвращаешься в Крым в это время? 23-го я уже, 22-го или 23-го, я сейчас боюсь соврать, я уже был в Ялте, и ну, у меня контракт закончился, я приехал, и в тот же день, в этот вечер ко мне приехали, такой интересный факт, бывший мэр Ялты, некто Боярчук Алексей, да, и секретарь горсовета Репкин Сергей, они приехали такие ошарашенные, что нам делать, вот такая ситуация. Я им порекомендовал собирать людей, потому что будут тяжелые времена, и нужно организовывать самооборону. Они меня послушали, ехали. Следующие за ними были бывшие сотрудники Беркута Ялтинского, которые тоже с вопросом, что делать, я сказал, организовывайтесь. У меня еще больше вопросов возникает, кто вы, господин Кудусов, потому что, значит, Кучма, недовольный ялтинскими рынками, дают нагоняя и обращаются к тебе за открытием. Ну так, это все случайно, все достаточно. Боярчук, мэр Ялты, в моменты сложных психологических, гамлетовских практически вопросов приезжать это тебе, правда, делать? да. Это правда. Кто же ты там был? Ну, многоликий, наверное, какой-то человек, как и все мы, да. То есть я могу сказать, что достаточно жизнь побросала, я много чем занимался, и в городе мы с местной властью боролись, и сегодняшние мои друзья, союзники, это Майдан закордонных справ, там Клименко, Гучакова, Татьяна. Это люди, с которыми мы много прошли в Ялте и боролись с местной властью против несправедливости за права бизнесменов ялтинских. То есть я много там чем занимался. Во времена всех мэров, кто бы там ни был. Да. Да. И при Януковиче, и при Ющенко. Приезжают к тебе с вопросами, что делать. Беркут приезжает, Боярчук, бывший мэр Ялты. Приезжали, да, советоваться. И дальше что вы делали? Вот, март, я им сказал, что делать, и после того, как я побывал на 26-го под Верховным Советом Крыма, то 27-го мне уже стало ясно, что мне там делать, в общем-то... А что ты советовал? Ну, смотрите, во всяком случае, тем, кто приезжал, я говорил, что надо собирать народ, противостоять российской агрессии, потому что уже было все видно. То есть я когда приехал, 24-25, по-моему, через Ливадию, я живу в Ливадии, через Ливадию заезжали грузовики с Севастополя с российскими военнослужащими. Не какие-то там, не зеленые человечки, а обычные российские военные. Они уже окружили санаторий КЧФ Черноморского флота с автоматами. И я уже тогда предполагал, что будет что-то очень нехорошее. Ты сколько продержался в Крыму вот, после начала оккупации? 5 дней. 5 дней. То есть ты в конце февраля уже... 28 февраля я принял решение, взял 4 детей, 2 чемодана, жену и уехал. И больше ты уже в Крым не ездил? Ну, еще в течение 1,5 лет я заезжал в Крым, скажем так, но не в Ялту. Но с момента блокады энергетической я больше в Крыму не был.
Ну, тебе никаких приветов там не передавали, никаких угроз не поступало, да? Телефонные звонки были, там пару таких с намеками, что лучше тебе здесь не появляться. Из Ялты. Из Ялты, да. Какая Ялта была вот до 2013 года? Да? То есть это стереотип, что она вся была одним из наиболее пророссийских регионов Крыма? Или все-таки Нет, это Севастополь. Это курортный Севастополь такой же. Задам вопрос, меня удивило как-то результаты выборов в Ялте, когда на тот момент Зубков, вот, который директор всех зоопарков, да, вот он тогда еще не был не в партии регионов, он был у Юлии Владимировны, да, и его результат на кандидата в мэра в Ялте был достаточно приличный, как для Крыма. Это политический хамелеон, понимаете? Мне сейчас не о Зубкове вопрос, а о ялтинцах, ялтинском населении, Ну, скажем так, ялтинское население – это мелкие лавочники, да, по своей сути, которым никакие резкие перемены не интересны. Вот, им не нужны были эти оккупации, наверное, им аннексии? это было неинтересно, сейчас они страдают, конечно, в большей мере. Но сравнение здесь можно провести с Севастополем, то есть еще и этот момент. В Ялте же около 2% крымстатар всего. Это тоже показатель, так же, как в Севастополе. И голосовала Ялта всегда так же примерно, как Севастополь. То есть это пророссийский такой ватный город в большей степени. Но они ожидали больших денег от северного соседа. То есть это люди, которые жили в виде богатых россиян, которые приезжают и, естественно, начиная с детского возраста до взрослого, у людей складывается впечатление, что люди только отдыхают, тратят деньги, и из России приезжают только богатые. Сейчас поддерживаешь отношения с бывшими мэрами Ялты? Нет, конечно. Конечно, нет. Но с ялтинцами я поддерживаю отношения. У меня есть друзья, я звоню периодически, они мне звонят. Сейчас куча социальных сетей, в которых мы общаемся, закрытых. Вот. То, что происходит в Ялте, я знаю. Ялта, мягко скажем, деградирует. Почему? Потому что, видимо, не курорт нужен россиянам, а военная база в Крыму. Есть еще такой факт, именно если говорить о Ялте. В Крыму от недостатка туристов могли страдать в разные годы любые регионы, но вот Ялта говорят, что она не теряла туристов даже в самом сложном 92-м году. То есть Ялта это все равно это такое место, неправда. Это неправда. На самом деле турпоток сократился и в Ялту, но так как, знаете, теряют всегда первыми мелкие, ну как в любом организме, первыми отмирают мелкие капилляры. То есть умерли поселки. То есть в поселках уже вот нет. эти вот Гаспры, Да, там Синизы, 14 Каризы. поселков в Ялте, да, они умирают понемножечку, ну как понемножечку, достаточно быстро. Вот Ялта из курортов умрет последний. То есть пока они еще дышат, но уже структуру туриста российского они понимают, едет турист ниже среднего, ну в плане финансов. И... Те, которые по соцстраху, да? Да, которые по соцстраху. Ялту наводнили бюджетники, которые раньше себе этого позволить не могли и не хотели. Сейчас их датирует Россия. Но дело в том, что все это сокращается. По оценкам, которые как бы достаточно объективны, сегодня в Крым же заезжает не 5-6 миллионов, а реально 1,5. Я в какой-то период работал в Министерстве курортов и туризма, такой период тоже у меня был в крымский период. Да, поэтому, и причем в управлении курортов. А при ком из министров? Никулин был такой. Был такой Никулин, коммунист, да. Я помню двух, Таряник и Лиев. Да, но это ранний период, когда я работал, 94 год, по-моему, или 95-й даже. Да. То есть там оценки же есть, как проверить количество туристов примерно, да, там потоки проверить, там потребление хлеба, воды, там электроэнергии, все это сверяется, в общем-то, достаточно объективную картину можно сложить. И до 1,5 миллиона туристов сегодня приезжают. Арт-салон. И вот арт-салон, я понимаю, 3 года занятия там, картинами, тарелками, как там можно назвать все это, декоративно-прикладным искусством. Живопись, это промежуточный вариант перед тем, как ты решил все-таки войти в политику. Не я в нее вошел, она меня втянула, потому что большого желания политикой заниматься у меня не было никогда, хотя, к сожалению, в нашей стране я чувствую, что всем татарам придется заниматься политикой. Знаете, я когда разговариваю с нашими со всеми друзьями, с родственниками, вообще с крымскими татарами, я этот период сравниваю с таким, когда мы приезжали в Крым, все стали строителями. Когда нам не давали землю, квартиры, невозможно было купить, все начали строить, да?
И медики, музыканты, скрипачи, врачи, учителя, бог его знает кто, все стали строителями. То есть сейчас все должны создавать сейчас- ячейки украинских политических партий, да? Ну, наверное, да. В какой-то мере, да. Но хотя бы проявлять свою политическую активность либо через партии, либо через общественную деятельность. Но я считаю, что нас спасти можем только мы сами. Ну, это же весьма символическая организация, крымская организация укропа, у которой нету ни избирателей, ни территории, куда можно избраться на местных выборах, ни, соответственно, ни какой-то финансовой поддержки. И это такая, ну, прости, бутафория, да? Да, ну, бутафория, это, я вам скажу, это только видимая часть, как кажется. На самом деле, костяк организации составляют и крымские татары, и бойцы, бывшие бойцы российско-украинской войны. Ну, то есть люди, вернувшиеся с фронта сегодня, которые не верят партиям, и, наверное, это правильно, особенно тем, которые парламентские, старые партии, которые полностью себя уже, ну, скажем так, дискредитировали. Вот. Чего вы тоже успеете? Вы еще просто не были парламентским. Я не был в парламенте, я и не собираюсь в парламент. В общем, меня не интересует партийная деятельность как таковая, меня интересует возвращение Крыма. У нас есть звонок, давай послушаем и продолжим. Добрый вечер. Селям алейкум. Алейкум салям. У меня вопрос к Эрфанбею. Меня зовут Рустем, я сам тоже переселенец из Крыма. Нахожусь в Харькове на сегодняшний день. Вопрос у меня следующий. Как вы оцениваете роль экономического успеха Украины в вопросе возвращения Крыма? И, соответственно, как бы вы оценили процесс реформ в Украине на этот счет? Ну, в Вот так общем-то, тут вопрос-то и ответ очень простые, да, что нет реформ, нет успехов. Реформ сегодня нет. В Украине ни одна реформа не может быть названа законченной или успешной, к сожалению, великому. По поводу соотношения реформ и процветания Украины экономического к возвращению до оккупации Крыма, я думаю, что прямой корреляции никакой нет. Тут примеры простые. Южной Кореи и Северной Кореи, одна из которых процветает, другая нищая. Ну и существуют они так уже больше 50 лет. Поэтому те мифы, которые говорят о том, что вот Украина будет богатой и процветающей, Крым вернется, не будет такого никогда. Крым придется возвращать, я не знаю, военно-дипломатическим, военно-полицейским методом. Что такое военно-дипломатический Ну, путь? то есть украинская дипломатия должна более активно действовать, во-первых. Общество должно активно действовать в плане подготовки Украины к войне, во-первых. Во-вторых, дипломаты должны добиваться максимально жестких санкций в отношении Российской Федерации. Юристы, государство должно работать над массивными исками к Российской Федерации. И мы должны быть просто готовы к тому моменту, когда у России настанут времена, схожие с Майданами в Украине. И в этот момент нужна военная операция и заход. Она немножко похожа уже на политическую агитацию. Что бы там ни говорили, но есть... Я в это верю, я в этом уверен. Есть такие дипломаты, как Дмитрий Кулеба, который, несмотря на то, что это представитель при Раде Европы, и всегда крымско-татарская тема звучит более активно, чем можно было бы даже ожидать от украинского дипломата. Ну и что делается, что не делается, каким образом дипломаты могут подготовить и напугать военную Россию, мне просто очень трудно себе представить. Есть, в конце концов, достаточно успешные иски, которые рассматриваются в той же Гааге, да, то есть для этого просто нужно время, но один из исков, который получил даже, предварительное решение. Я вам пример приведу. У нас до сих пор Россотрудничество на улице Борисоглебской сидит. Это дело дипломатов в том числе. У нас до сих пор не расторгнуто межправительственное соглашение о нахождении российского сотрудничества и украинского центра, который не работает в Москве. Оно до сих пор есть. У нас до сих пор не расторгнуты дипломатические отношения с Российской Федерацией, с агрессором. Почему они не расторгнуты? У меня вопросы к украинской власти. Вот так это активная политика. Их можно оформить обычным запросом на имя министра. Это не запрос. Это даже не вопрос уже. Это риторический вопрос. Это должно быть расторгнуто соглашение. Раз. Дипломатические отношения должны быть разорваны. Я в этом абсолютно уверен. Потому что во время войны никаких дипломатических, то есть политических отношений с агрессором быть не может. Хорошо, давай по-другому. Что тебе
укроп обещал. Вот несмотря на то, что у тебя крымская организация и нет своих избирательных округов, тебя внесут, впишут в список, в пятерку всеукраинских выборов или дадут возможность в какой-то там Киевсовет пройти? Усман, меня это не волнует. Меня волнует возможность с помощью укропа, который дает мне такую возможность. Ну, возможности это же через политические рычаги, а не через только участие во власти, возможно. Не только, не только. А на самом деле я имею возможность разговаривать со всеми партийными структурами укропа. Это несколько десятков областных организаций. Донести свое мнение как крымского татарина, как крымчанина о том, что я вижу, какой должен быть Крым. То есть это крымско-татарская национально-территориальная автономия с двухпалатным парламентом. И я пытаюсь это донести сначала через мои контакты партийные, с тем, чтобы весь укроп хотя бы понимал, хотя бы эта часть Украины понимала, что мы хотим. И что, вы внесли даже такие изменения в вашу программу партии? У нас еще пока не было съезда, но на съезде я об этом буду говорить. И если не поддержат внесение в программу партии создания крымско-татарской автономии? На сегодняшний момент, во всяком случае, лидеры партии меня поддерживают, и мы этот вопрос обсуждаем. Есть, конечно, нюансы, у всех свое видение, но я свою точку зрения доношу до людей, и я считаю, что пока мы не донесем это до всех партий украинских, толку не будет. Одни татары не в состоянии добиться тех результатов. И даже те... А как ты это будешь делать? Ты будешь доносить это через съезд, например, через укропа, съезд. потом будешь создавать, не знаю, ячейку крымскую, не знаю, у Наливайченко, потом пойдешь к Гриценко, то есть у всех я уже в укропе, да, понимаешь, Сман? Поэтому, кто-то, может быть, и к Наливайченко пойдет, кто-то, может быть, пойдет куда-то. Но в Украине есть одна из партий, там тоже Демальянс, которые внесли уже давно, уже больше года в свою вы программу. спросите, с чьей помощью они внесли? То есть это тоже был ты? Ну, я был одним из тех, кто это инициировал. Ну, Вот, не только я, это не только моя заслуга. И тем не менее ты к ним не пошел, ты пошел куда пригласили. И с кем я, скажем так, те, кто разделяет мое мнение и мои принципы. Тем более, что укроп предложил мне нормальные условия для работы. Что такое нормальные условия? Нормальные условия, ну, скажем так, офис, скажем так, пресс-секретаря. Это очень нормально сегодня для человека, который кричал из подвала, скажем так, арт-салона, сегодня получить трибуну политическую, это важно. Да тебе грех жаловаться. Арт-салон на Крещатике в самом центре города, в самом туристическом месте. Но это же не благодаря кому-то, это вопреки всему. Государство не поддерживает, общественные структуры не поддерживают, в том числе и наши. Это все просто благодаря, так сказать, Всевышнему. Кстати, про крымско-татарские структуры. И есть меджлис крымско-татарского народа, который вот сейчас он в этих условиях действует в столице, в Киеве, украинской столице. И меджлис всегда, мне кажется, болезненно относился к партийным квартирам, в которых пытались участвовать крымские татары. Как отреагировали на то, что ты создаешь партийную организацию, да еще по той партии, которая в какой-то жесткой, по-моему, оппозиции находится к действующему президенту? Я тоже к разным квартирам по-разному отношусь. К некоторым даже тоже с очень большим подозрением. Ты же признаешь меджлис представительным органом крымско-татарского народа? Да, я, конечно, поддерживаю идею Курултая Меджлиса, но я не являюсь ни членом Курултая, ни членом Меджлиса. Вот. Тем не менее, наши лидеры, это наши лидеры, избранные демократично, официально, и они будут являться ими до той поры, пока их не переизберут. Вот. А отношение к укропу или к моему нахождению в укропу, это мнение членов партии БПП, но не лидеров нашего народа. Я считаю, что если бы мнение было народа, скажем так, как-то официально выраженное, в виде там решения, резолюции Меджлиса, Курултая, что крымским-татарам нужно быть только в БПП, а нельзя быть в другой партии, ну, тогда бы я, наверное, каким-то образом реагировал на это. Но сейчас реакции официальной нет. Поговорим про влияние лидеров БПП или мнение лидеров БПП. У нас есть звонок. Хайрлах Шамлар, добрый вечер. Добрый вечер. Это вас беспокоит с Киева Сергей. Да, Сергей, мы вас слушаем. Я хотел бы задать такой, вопрос. Как вы относитесь к тому, чтобы перекрыть абсолютно все гайки, воду, газ, транспорт, и просто москалей придавить до такой степени? Я понимаю, что это не будет ни год, ни два, ни три, но чем больше это будет длиться, тем они
как говорится, уйдут оттуда сами, потому что мы их просто передавим там. Вот и все. Я так понимаю, вы имеете в виду в Крыму, если, то... В Крыму, конечно, Крым перекрыть, чтобы они не могли никаким Дело в том, транспортом что... Вопрос туда. вы предполагаете, что вообще передвижение там прекратить с Крымом? Ну, я имею в виду, что железнодорожный, а наших крымчан там поддерживают. Подождите, железная дорога перекрыта, железнодорожного сообщения с Крымом нет. Поставок воды туда нет? Воду, газ. Свет, Вода, воду. электричество перекрыты, газ скорее мы получаем даже на Арбатской стрелке. Есть ветка, которая связывает и Крым, и Генический район. Она так построена, что мы частично оттуда получаем газ. Так что о чем идет речь? Осталось только сообщение, люди просто пересекают границу, больше никаких поставок туда нет. Ну, если так, то надо усиливать и, как говорится, ну это правильное действие, я с вами согласен полностью. Ну хорошо, я добавлю слово. Просто какими-то политическими методами или там какими-то, они там сделали просто военную Спасибо, мы поняли вас, вопрос, Сергей. Спасибо. Я усилю вопрос. Роман Скрипин написал, что вообще надо перекрыть любое сообщение с Крымом, чтобы вообще отрезать и запретить туда-сюда даже гражданам. Ну и крымских татар еще запретить, наверное, да? Я не знаю. Ну, как можно запретить передвижение гуманитарных людей? У нас там семьи, у нас там имущество. В конце концов, у нас там могилы наших близких. Отец у меня, бабушка похоронен. Как можно прекратить полностью передвижение? Я понимаю, что прекратить, допустим, доступ туда иностранцев, да, полностью. Так он может прекращен. Быть. С разрешения можно заезжать. Но журналистам, я считаю, наоборот, нужно ездить, чтобы освещать ситуацию. До сих пор у нас туда, к сожалению, не поданы иски. Летают самолеты Российской Федерации в Крым. Заходят корабли, которые иногда арестовываются органами правоохранительными Украины. К сожалению, вот здесь работа еще требует, ну, скажем так, усиления, наверное. Но это дело прокуратуры. У нас есть еще звонок по Вайберу. Добрый вечер. Добрый вечер. Селям алейкум. Алейкум салям. Ахсам шеф Леренс Мубарик Олсен. Хайр Олсен. Хотел бы задать вопрос Ирфан Эфенди. Вот он сказал насчет военно-дипломатических решений вопрос возвращения Крыма. Вы знаете, дипломатических я с вами согласен, но не как военных. Если сегодня, как Мустафа сказал, если сегодня начать военные действия на территории Крыма, то от Крыма ничего не останется. Мы не имеем права сегодня об этом даже говорить. Мы должны только дипломатическим путем решать эти вопросы возвращения Крыма. Хотел вопрос такой. Это мнение крымского укропа или же ваше личное мнение насчет военно-дипломатических отношений? Во-первых, это мое личное мнение. Во-вторых, я не имею в виду сегодня, значит, взять оружие и туда наступать. Но Украина должна быть готова к военному вторжению в Крым. Она должна быть готова сегодня к военному вторжению. Я еще раз повторяю. Это не значит, что мы должны сегодня взять оружие и идти туда. Но на границе административной с Крымом должна быть усилена группировка, морская группировка вооруженных, военно-морских сил Украины должна быть усилена. Вот. Мы должны быть готовы к вхождению в Крым, так как входили русские. Это не значит, еще раз повторяю, что мы должны сегодня этим заниматься, но мы должны готовиться к этому. Потому что мы не знаем, что будет завтра с Российской Федерацией. Мы не знаем, что будет внутри Крыма, когда будет процесс, допустим, деградации России в какой-то момент. Мы даже звонки по Вайберу слышим в прямом эфире. Возвращаясь к твоим ответам про БПП и твоему отношению, твоей партийной квартире, какие у тебя претензии к правящей партии президента, если еще до избрания его, то знаменитое мартовское постановление парламента, где впервые, хотя это постановление, а не закон, впервые называются крымские татары коренным народом, впервые признается, что его представительным органом являются Меджлис и Курултай. Автор этого постановления на тот момент депутат Петр Порошенко. Да? Инициатор создания крымско-татарской автономии на полуострове и фактически двигатель этого процесса тоже Петр Порошенко, несмотря на то, что
очков ему сильно это не добавляет, и оппонентам позволяет даже, ну, скажем, играть до таких болезненных, травматических чувств украинцев о том, что это тоже путь к сепаратизму. Это все тоже президент и его политическая сила. Вот какие у тебя претензии к ней? Может ли кто-то сделать больше в этих условиях? Я уверен, что может и должен. Что и кто? Его заявление – это только заявление. К сожалению, политические. На сегодняшний день я не уверен в том, что будет принят закон о коренном народе, о крымстатарах. Я абсолютно не уверен, что будут приняты изменения в Конституцию, 10 раздел о крымской автономии. К сожалению великому, я не уверен, что наберется столько голосов. И в этом, в том числе и в кавычках, заслуга президента. Что должен был президент сделать? Ну, знаете, когда президент хочет, да, он продавливает прокуроров генеральных без юридического образования. Он продавливает любой нужный закон. Про коалицию. Я предлагаю, Эрфан, здесь не спекулировать. Действительно, у президента бывает возможность продавить какие-то вещи, но мы понимаем, что есть вещи, которые даже, это не касается крымско-татарской автономии, он не способен продавить, а конституционные изменения, так это точно вопрос не только продавливания, а скорее более тонкой работы, возможно, даже на уровне просветительской. Но вот такой работы я не вижу в государстве. Я вижу отношения, когда нам пытаются дать то, что как бы уже урезано во много раз от того, что мы хотим. Поясни. Я вам конкретно скажу, что тот вариант Конституции, да, раздела 10, который нам сегодня предлагается, и который как бы уже одобрен где-то в недрах рабочей группы или подгруппы конституционной, о том, что нам предлагают 30% или треть от состава будущего Верховного Совета Крыма, я не расцениваю как нашу победу. Я не расцениваю как нашу победу. Я считаю, что это обрезанный вариант, который нам не совсем подходит. А какой необрезанный вариант? Я считаю, что крымские татары должны быть стержнем этой республики. Крымско-татарская национально-территориальная. Она должна называться Крымско-татарская национально-территориальная. Кстати, вот этот вопрос. А с чего вот все и ты, и вижу среди лидеров крымских татар, все говорят, что оно должно называться Крымско-татарская национальная. Никогда государства крымских татар не назывались крымско-татарскими. Это одно другому не противоречило. Крымское ханство не называлось крымско-татарским. Оно было по сути крымско-татарским. Само название Крым является крымско-татарским. Почему такое желание сменить название на крымско-татарский? И крымское, название Крым, оно уже недостаточно крымско-татарское или что? Здесь есть момент следующий. Мы сегодня живем, а не вчера. Крымское ханство было вчера. В Крымском ханстве... Крымская народная республика времен Челебиджихана, да? Уже там не было большинства крымских татар. А большинством, крымские татары не становятся большинством от того, что вы как-то это называете. Вы можете назвать... Это Я считаю, что это важный символический шаг. Важный символический шаг, когда каждый крымский татарин 12% или один там останется, к сожалению, может быть, когда-то. А может быть 50, когда каждый крымский татарин обычный поймет, что это его республика. И я уверен, что большинство украинцев нормального избирательного возраста проголосовали за Крымско-татарскую республику. У меня будут уточняющие вопросы к этому ответу. У нас есть звонок по Вайберу. Хайрлах Шамлар, добрый вечер. Вы можете задать свой вопрос Эрфану Кудусову. Добрый вечер. Я хотел задать вопрос такого рода. Как относится укроп к созданию крымско-татарского батальона? Будет ли укроп лоббировать этот вопрос, чтобы создали, наконец, крымско-татарский батальон, как планировали? Я прошу прощения, если ошибаюсь. У меня прямо ощущение, что эти вопросы как рояль в кустах. Ну да, это понятно. УКРОП сегодня не парламентская партия, не парламентская, то есть это оппозиционная к сегодняшней власти партия. Обещали согласие дать на регистрацию батальона, во-первых, президент Украины Петр Алексеевич, во-вторых, министр обороны Полторак более чем год назад. До сих пор, к сожалению, ВОЗ не сдвинулся. И я не думаю, что усилиями такой небольшой пока партии, не парламентской, как УКРОП, тем более всего лишь одним отделением крымским, да, возможно сдвинуть этот ВОЗ с места. Но все, что сможем мы сделать, мы будем делать в отношении помощи батальону. Так, возвращаясь к твоему недовольству
теми предложениями, которые есть в рабочей группе, которая работает над проектом изменения в Конституцию Украины, которая предполагает создание крымско-татарской автономии. Простите за такое сложно подчиненное или сочиненное предложение. Тебя не устраивает только то, что крымским татарам предлагается треть мест в будущем парламенте. Это знаете, все, нет, на самом деле не количественная проблема здесь. Вы знаете, проблема на самом деле в другом. На самом деле проблема вот в чем. В том, что мы должны иметь, как крымские татары, как сообщество, как народ, да, государство такое образующее, хотя бы даже и в автономии, мы должны иметь такое право блокирования, что ли, право вето, если так правильно можно назвать. В том варианте, когда мы будем третью там, что у нас 12%, что у нас 33%, что у нас 49%. ВОЗ останется там и поныне. Насколько я понимаю, в том проекте, который презентовал в этом эфире Арсен Жумадилов, советник председателя Меджлиса крымско-татарского народа, Курултай и Меджлис по этому проекту получают некие функции как представительные органы крымско-татарского народа, у которого будет вето по тем вопросам, которые касаются крымских татар, а практически все вопросы с землей, недрами, там, не знаю, лесами, полями. Смотрите, согласно разделу 10 по их варианту, Меджлис и Курултай системы имеют консультативно-совещательные функции. Что такое консультативно-совещательные функции в государстве? Да, это в телеге пятое колесо. Теперь я могу задать вопрос. Что такое реализация права на самоопределение народа? Если мы самореализуемся как народ в виде создания автономной республики, значит, мы получаем власть в этой республике. Если мы получаем власть, зачем нам тогда другие органы консультативно-совещательные? Давайте мы создадим Курултай, или это будет Верховный Совет. Одна из палат будет Меджлис называться. Да? Будем иметь 50% там. Почему нет? У нас есть вопрос опять по Вайберу. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, задавайте свой вопрос. Откуда вы? Добрый вечер, меня зовут Рустем Аблаев, я с Маловидного. Откуда? Я не расслышал, но можете задавать свой вопрос. Скажите, пожалуйста, почему вы в Крым именно называете крымские татары? Потому что у нас ведь коренное название Крымлы. Вот еще одна возможность начать такую дискуссию последних 20 лет о самоназвании. Да, это дискуссия 20 лет, как Осман правильно сказал. И я не знаю, который из вариантов правильный на самом деле. Потому что эта дискуссия действительно длится не один десяток лет. И та, и другая вариация названия, самоназвание нас имеет право на жизнь, я считаю. Но, наверное, это должен решать не я и не мы здесь в студии. Я думаю, что вопрос с самоназванием должен решаться каким-то более широким опросом, может быть, Курултаем, потому что этот вопрос на самом деле уже политический. Да, это как символ, как герб, флаг, гимн. И самоназвание – это одно из самоопределяющихся таких политических заявлений народа, когда он себя так называет. Если народ выберет на Курултае себя называть Крымла, то никаких проблем. Но сегодня мы привыкли к крымским татарам, и у меня тут предпочтений нет. Ты же понимаешь, что этот вопрос точно нельзя выносить на Курултай? Это как раз... Ну, может быть Курултай экспертов. Может быть, Курултай экспертов, я не знаю. Но у меня ответа нет. Я не могу сказать, что у меня есть ответ, как называться сегодня, Крымла или крымские татары. Давай к вопросу твоего... И мне не дают задать сегодня тебе свои вопросы, потому что прямо один за другим вопрос по Вайберу и снова из Крыма. Хайрлах Шамлар. Хайрлах Шамлар, sizге. Biz sizni eshitamiz, savolingizni so'ramiz. У меня был не столько вопрос, сколько участие в полемике вашей. И я хотел бы вашему визави сказать такое мнение. Урметле визави, я, к сожалению, не смотрю сначала эту передачу и не знаю, как к вам обращаться. Но Эрфан Кудусов. Хотел бы... Эрфан Кудусов. Эрфан Кадам, я тебе одну вещь хотел бы сказать, Доступ.
Прежде чем дискутировать в этом вопросе, надо было, наверное, все-таки немножко глубже изучить этот вопрос, потому что в тех разработках, которые на сегодняшний день разработаны рабочей группой и предлагаются на утверждение в Верховную Раду, сказано четко, что любые вопросы, касающиеся недр, других вопросов, которые так или иначе задевают коренной народ крымских татар, не будет никакого принятия закона на уровне парламента Крыма без согласования с Меджлисом и Курултаем крымско-татарского народа. Это первый момент. И второй, что я хотел бы сказать. Достым, шынды ич olmaganda bunu keçirsek bilen balaban galibe olacak bizge. Sen aytkaның elbette bizge hepimizge yaxşı olur edi, ama körpenge qarab ayağını çöz деген bir lafımız var. Давай будем исходить из того, что мы имеем. Хотя бы этот вариант, даже если мы проведем в парламенте, это будет достаточно большая победа. Спасибо большое за внимание. Это была про синицы в руках. Да. То есть ты не согласен с синицами в руках? Знаете, я уважаю любое мнение, в том числе и того человека, который звонил. И, скажем так, оно имеет право, да, но я сторонник других действий. В переговорном процессе, который сегодня идет, да, это как в политическом, как в экономическом, как в любом другом торге, если можно было так назвать цинично, да, нужно просить всегда то, что ты хочешь, и даже больше, чтобы получить в результате хотя бы то, что так, как по минимуму. Да. В результате я знаю, что мы получим, когда зайдет этот законопроект в Раду. Мы не получим, можем не получить ничего, к сожалению. Может это произойти из-за того, что завышенные будут требования? Не думаю. В любом случае, какой бы проект крымско-татарской национальной автономии не был реализован, там детали в каких-то статьях, квотах, праве вето, консультативно-совещательном возможностях Меджлиса, это все вопросы уже, мы понимаем, отдаленного будущего, уже все меньше заявлений о том, что через 3-5 лет Крым вернется в состав Украины, уже на 4-й годовщине оккупации никто об этом не говорит, и все смелее и больше говорят о десятках лет, которая может продлиться, поэтому это не вопрос, еще, извини за такое долгое вступление. Первоочередные меры по вообще спасению и сохранению крымско-татарского народа. Какие ты бы выделил 3-5, одну главную проблему крымских татар как народа и то, что может его размыть, уничтожить, ассимилировать? Как это ни парадоксально, это вопрос культуры, я считаю. Вопрос культуры, включающий в себя вопрос, проблему языка. Потому что если мы это не сохраним, нас не будет уже. Почему я это говорю? Потому что я с этим близко столкнулся. Мы контактируем с многими нашими мастерами, художниками, там, скульпторами, живописцами и так далее. Риск потерять культуру и потерять идентичность нашу. И, к сожалению, мы пока не видим того, что должно было быть от государства и от Меджлиса в том числе в полной мере. Что не делает государство? Государство не может вместо крымских татар заговорить на крымско-татарском языке, правильно? Правильно, но здесь есть один момент. Да, вот здесь такой был момент один. Государство может создавать, давать возможности создавать что-то. Возможности оно не создает само. Давай галереи, музеи. И это как-то сохранит крымско-татарский язык? Вот мне кажется, что галереи, музеи, тарелочки, картиночки, это будет и через 100 лет. Послушайте, язык это тоже. Сколько у нас создано отделений крымско-татарского языка в отделениях вузов по Украине? Слушай, у нас на самом деле факультетов крымско-татарского языка, вот я честно скажу, в мире больше, чем вообще крымских татар, на душу населения говорит на крымско-татарском языке. У нас есть 2 факультета Крыму. Сколько у них зарплата, Усман? Подожди, то есть ты предлагаешь... На это можно прожить? То есть на факультетах крымско-татарского языка зарплата преподавателей должна быть во много раз больше, чем на любом другом факультете в украинском или российском даже вузе. Можно так утрировать, но культуру татар и язык нужно спасать. Ты согласен?
Я Спасать? здесь задаю вопросы, поэтому Но- ответы Это, это риторический вопрос. Это риторически. Спасать нужно ситуацию. Эрфан, на вы- культуру Крыма, я объясню, на культуру Крыма тратилось на всю примерно 170-190 миллионов гривен в год из бюджета. Сегодня Крым отрезан. Мы не создаем правительство, ни Министерство культуры, ничего. Через что будут идти даже те деньги, какие-то крохи, То чтобы есть, что-то вот возродить? если создать Министерство культуры Не министерство, Крыма, не министерство. Но нужно придумать механизм, как спасать нашу культуру. Сегодня Ханский дворец там рушат, да. У нас много артефактов, много вещей из культуры давай по здесь. порядку. Вот, чтобы всю в одну кучу не смешивать. Уже Хорошо. очень похоже уже все-таки на политические заявления. Культура, язык, деньги, дворец. И это вот вообще получается отсутствие ответа на конкретный вопрос. Вопрос языка. То есть вот как ты предлагаешь государству Украина сохранить крымско-татарский язык? У тебя есть ответы на этот вопрос? У тебя как у политика? Нужно выделять средства На что? на воссоздание языка фактически, на национальные школы. Одна национальная школа есть в Украине сегодня? Я вот не знаю. Я не Ну, знаю. есть школа в Алексеевке, где Ну, Алексеевка большинство, одна. одна из Да, школ, где допустим, вот большинство я учеников скажу, языка. я на примере своих детей, да, в Киеве, наверное, несколько там сотен крымско-татарских детей, да. Могло бы государство выделить там одну школу или там построить что-то, детсад, школу рядом в комплексе, чтобы детей там учили, возили туда со всего Киева. Крымские татары Киева, люди допустим. живут, которые в разных Да, районах, и да. одна школа не Да. спасет, наверное, ситуации. Да. И Вызвали бы учителей из Крыма, заплатили бы, нашли бы им жилье. А у нас такая ситуация. тогда язык будет спасен. И у меня нет ответа окончательно, что он будет спасен. Вы понимаете, государство Израиль 2000 лет не имело языка. Но они его воссоздали же. Воссоздали иврит. Ну, Вы если, что думаете, я такой деятель, что я сейчас вам ответ дам? если Рецепт? не ошибаюсь, и Гуда бен Элизер создавал это без всяких министерств культур и британского бюджета из Британии. На воссоздание. Но Это у них было- это были фанатики, Но которые... у них были фанатики, но у них было государство. Подождите, это были фанатики, прежде всего, которые исключили любой другой язык, кроме иврита, занимались, сидя между собой, словообразованием, дети которых стали первыми фактически носителями иврита, как первого языка на территории уже Здесь Израиля, когда, здесь еще, я когда скажу- евреи составляли я еще скажу- меньшинство. Я скажу отличие, да? Да, да. У нас нет государства, мы находимся, часть нас находится в изгнании, больше весь В народ те в годы у оккупации. евреев не было государства, они составляли меньшинство. Но у нас И, тоже часть язык-то есть, в общем-то. Мы говорим на языке, в Крыму есть язык. Просто мы находимся в той же ситуации, как, извините, Израиль до там 46-го года. Да, ну, только, евреи до вот Израиля. только таких фанатиков я не вижу среди крымских татар, которые создают вокруг себя пространство исключительно крымско-татарскоязычное. Ну, я И- таких знаю, во всяком случае. Да? Да. Здесь, в Киеве? Знаю в Киеве Сулейман Джамилев. Знаете его? Нет, слышал. Пригласите его в эфир, он вам расскажет. И вокруг него пространство крымско-татарского языка. И, И люди- дети говорят. И дети И говорят. он говорит всегда. У и тебя со 4 мной. детей. На каком языке ты с ним разговариваешь? На 2, даже на 3 языках. Но татарский я знаю плохо, могу сказать сразу. На жаль. Что сделать так, чтобы Эрфан Кудусов заговорил на крымско-татарском языке? Заговорю, куда я денусь. Я жил в русскоязычной среде всю жизнь, и в школе, и в детсаду, и учился в России в университете, и жил в Ялте, и никогда, в общем-то, в крымстарской среде, ну, достаточно мало бывал, к моему сожалению. Та проблема, которая теперь самая, наверное, животрепещущая, это разрушение последнего образца дворцовой архитектуры крымско-татарской, ханского дворца, и фактически уже полностью разрушение большой ханской мечети. Есть какое-то понимание, как спасать дворец? Я же говорил, есть дипломатия, участие Украины в ЮНЕСКО и так далее. Нужно давить, и общественности нужно давить, и в том числе и на международном уровне. Я сейчас задаю Обращаться в суды. вопрос не к политику, а хотел бы Эрфана Кудусова, человеку, который занимался арт-салоном и который знаком со всеми там, музейными деятелями, да, околокультурными кругами. не со всеми, И, да, и у тебя есть понимание, наверное, каким образом донести
или она уже хорошо донесена до мирового сообщества? Я не знаю, насколько она донесена до ЮНЕСКО, к сожалению, потому что мы не видим того, чтобы там, Министерство иностранных дел или Министерство культуры публично обращалось с заявлением, опубликовало, что оно протестует, что оно выходит из ЮНЕСКО. Нужны какие-то радикальные шаги со стороны даже государственных органов в отношении международных структур, которые занимаются историческим наследием, в том числе крымских татар. У нас есть звонок по Вайберу. Хайрлах Шамлар. Добрый вечер. Вы в эфире. Алло. Алло, да, добрый вечер. Селям алейкум. Алейкум салям. Алейкум салям. Усман Эфенди. Селям алейкум, Ирфан Эфенди. Алейкум салям. Хочу немножко поучаствовать в вашей полемике. Значит, мне очень понравилось, как говорит Ирфан Эфенди, я солидарен с ним в вопросе по поводу требовать надо все, что возможно. Саунс. Вот так вот. Я думаю, что Ирфан прав. И я его в этом вопросе поддерживаю. Я думаю, многие из крымских татар поддерживают. Сегодня крымские татары оторваны от Меджлиса. Информации у нас здесь слабовато, очень слабо. И думаю, что в течение уже 2 лет идет вопрос решения вопроса, скажем так, автономии крымских татар. Я не знаю, на каком этапе завис этот вопрос. И как общаться с руководством Меджлиса, и есть ли у Ирфана связь с руководством Меджлиса, чтобы поставить как-то этот вопрос более на жестком уровне. Вот такой вопрос есть. Но, в Саунс. общем-то, тут даже, наверное, не вопрос, а утверждение. Ну, скажем так, у нас есть лидеры официальные, которые работают в рабочей группе и подгруппе в Конституционной комиссии. Наше мнение мы высказали, но это не только мое мнение по поводу нашего предложения о том, какое будущее будет в Крыму. На этапе обсуждения вот были разные взгляды на тот же проект, и была официальная позиция, была позиция Искендера Бариева, была позиция Дарья Резы Шевкиева и Синавера Кадырова. Вот чья позиция была ближе тебе? На самом деле, мне ближе позиция Синавера Кадырова, конечно, потому что идея... Это такая максималистская, да, позиция? Дело в том, что, смотрите, это же позиция не только наша, это же позиция украинских националистов. Позиция украинских националистов давать наиболее широкую автономию крымским татарам. Черновола, да. Вы, наверное, видели тот известный... Это известное да, в котором Черновол сам призывает к двухпалатному парламенту в Крыму. То есть это не я придумал, я просто как юрист это для себя вижу как действенный механизм. И как юрист я пытаюсь разобрать вариант, что такое самоопределение народа, право на самоопределение, как оно реализуется, да? Что такое реализация права? В чем она заключается? То есть, если мы получаем полноту власти, что это такое? И ответа у тебя еще нет. У меня ответ есть, я его предложил. Вот, но я еще бы хотел о другом поговорить, если это возможно. У нас всего 2 минуты до конца, у меня еще есть 2 вопроса, да. Поэтому не знаю, о чем. Я тебе скажу да или нет, о чем ты хотел поговорить еще. О позиции, которая недавно высказана господином Пашинским в отношении момента с оккупацией, когда он сказал, что предлагалось оружие крымским татарам, и наши лидеры отказались. Это, извините, политическое животное, господин Пашинский обязан извиниться перед нашими лидерами, потому что это плевок в сторону всего крымстарского народа. Да? Или он опровергнет свои слова, или что? Или я считаю, что он должен быть нерукопожатным и не должен быть в парламенте. Потому что сидеть в одном зале, быть в одной коалиции с такими, как Пашинский, ну это оскорбление всего народа. Ты представляешь, когда Народный фронт один из союзников крымских татар, и каждый голос будет важен для принятия того же решения по крымско-татарской автономии? Вы знаете, иногда принципы важнее. Мое такое мнение. То есть ты считаешь, что это было наиболее оскорбительное высказывание? Это оскорбительное высказывание, потому что я тоже был 26 февраля, и я знаю прекрасно наше настроение в то время всех нас, что если бы было что брать в руки, мы бы взяли, наверное. Ну, я про себя, может, не скажу, я не могу оружие брать. Мне кажется, что любое вооруженное сопротивление это было бы окончательным решением крымско-татарского вопроса, может быть, с исчезновением крымских татар. Но говорить об этом публично такому политику, извините за выражение, он не политик даже, да, нельзя. Нельзя.
Это оскорбление всего народа. Тогда, когда предала, извините, большая часть вооруженных сил, правоохранительных сил, там все это СБУ и так далее, да, говорит о том, что гражданское население, которому Украина, к сожалению, не доверяла 23 года, это позор для политика украинского. Последний вопрос. Это о системе национального самоуправления Меджлис Курултай. В этом году истекает срок полномочия Курултая, соответственно, Курултай, который создал Меджлис, да, нет. Можно проводить в этих условиях выборы Курултая или нет? Коротко, 10 секунд. Я думаю, что выборы проводить нельзя. Эрфан Кудусов, галерист и руководитель крымского отделения партии «Укроп». Это был Прайм на телеканале АТР. С вами мы увидимся в следующий вторник. Саунс.